Let's go! Всем привет! Снова выбрались на рыбалку мы с Александром половить на джиг. Значит, сегодня у нас 14 октября. Мы на воде. Пробуем, значит, ребята. Погода предвещает хороший клев. Поэтому мы думаем, что у нас сегодня все получится. Поэтому смотрите это видео, будет интересно. А мы начинаем. Поехали! Так, у нас первая поклевочка. Наверное, мы поймали все-таки хозяйку этой коряги. Заведет опять, нет? Нет, не должен, но пошла в коряги, блин. Ага. Вот она. Все, прям туда конкретно. Давай. Якорь, Серег, иначе она сейчас это. Давай, форсируй. Да нет, сейчас тут бесполезно. Давай, вышло. Ага, ближе подходит. Так, все-таки мы ее достали отсюда, ребята. За якорь не зацепилась. О, хорошая какая мамка. Которая мне 2 рыбалки нервы трепала. Вот она. Никуда не ушла. Но повезло Саньку. На этот раз. Да. 2 рыбалки она мне здесь душу мотала. Липгрипом возьми. На липгрип. На липгрип. Она нормально сидит. Ну, где-то под 3. Сейчас за якорь заведет. Давай липгрип дам. Она нормально как бы сидит. Давай липгрип дам. Давай, любим. Так, сейчас, ребята, липгрипом. Держи, Сань. Давай спиннинг. Есть, ребята, вот эта самая щука 2 раза у меня срывалась. Но я думаю, здесь пятак. Ну, примерно, да. Я думаю, здесь пятак. Взвесим? Давай. Сейчас. Гриппом. Давай вместе с липгрипом. Так, сейчас весы достану. Так, давай. Цепли крючок. Да. Но мне не удалось. У меня крючки были хреновые, блин. Мне кажется, я продолжаю, конечно, с этими хреновыми крючками рыбачить. На некоторых приманках поменял, на некоторых нет. На этой. Держишь? Держу, да. Ну, 4 примерно. Нет. 3,600. Ну, короче, минус липгрип, короче, Ну, 3,5 килограмма, ребят. Да, 3,5 килограмма. Делай фотку. Ага, сейчас, давай, сейчас фотографирую и отпустим ее. Так, видно? Вот, да, 3,630. Смотри, поклевок-то нету. У нее никаких следов, Серег. Это, скорее всего, новая рыба. Да какой я там, мне кажется, ты вот здесь поймал, это, да? Да, это я сейчас. Ага. Ну, давай фоткой, да, отпускай. Ага, сейчас. Все, отпускаем, красавица. Почувствовал свободу. Иди. Все, отпустили, ребята. Вот отходит под лодкой, пошла. Все, подлодка убежала.
Ну, будем надеяться, что мы с ней встретимся еще, еще и еще, если вы ее не съедите. А мы продолжаем рыбачить. Не знаю. Сюда. Хорошая поклевочка, ребята, с ударом. Щука. Сегодня день щуки. Ну такая килошница, да? Ну да, вот килограммчик. За краешек, смотри, заверх. Ага. Хорошо вас не сойдет. Фух. Ну что, сейчас попробуем взять, где у меня лип-гриб. Оба. Рот не хочет открывать собака. О, рукой возьму, ребята. Фу. Вот такой вот щукарик. Тоже мне попался, засеклась вот за краешек прям. Аккуратненько взяла, но с ударом. Приманка Кейтейдж. Как называется? Фэт какой-то. Фэтшмет. Да, только вот, ну ладно, или объяснить. Купил крючки новые взамен тем хреновым. Они со спиралькой, но только монтаж получается так, что крючок сбоку, ребята. Вот так вот. Но тем не менее рыба засеклась. В плане эстетическом, конечно, может быть неправильно, но сработало. Ну, давайте тоже взвесим для отчетика, так скажем. Ну, килошка есть, да, с собой. Кило 200, наверное. Кило 600, ребят. Да, 1 килограмм 595 грамм. Так, сейчас тоже, наверное, фотографию и отпустим. Смотри, у него пузо какое-то, он что-то поврежденное. Да. Обо что-то, видимо, это Да? лопнуло, видимо, кого-то съело. И вот. Так, после небольшой фотосессии отпускаем щурка домой. Пускай подрастает. Все, убежал сразу. Фух, ну, неплохо, ребята, неплохо. Уже по рыбке мы с Сашей поймали. Саша поймал, правда, мою щуку, которую я 2 раза не смог поймать. Ну, может быть, это не твоя, потому что, ну, повреждение от... Да? Ну, может быть. Если я ловил... Если ты поймал, значит, она была твоя. Да, значит. А моя вот такая, ребята, в 2 раза поменьше, но рыбалка у нас только началась. Время 8 часов. За час мы смогли вот поймать 2 рыбки. Продолжаем. В принципе, погода нормальная, не особо холодно. Ну да. Ну, под рукавом, наверное, врут, да. Ну, 12 градусов, передавали 11, в принципе. Но я думаю, так и есть. 11 градусов. Снимай с якоря и... Да, все, стартуем на следующую точку. Поехали. Ловись, рыбка большая и маленькая.
Уровень воды поднялся по сравнению с прошлыми выходными. Немного. После дождей вода мутноватая. Что-то не ложится у меня 22 грамма. Уже ближе к лодке. А нет, упала, ага, висела Это где. просто на гору, скорее всего, подбиралась. Ага. На бугорок, Да, не, нормально. волочился. Очередная поклевка у Александра. Значит, была поклевка, но рыба не засеклась. И, ага, ну не крупная, вот доловилась на следующем забросе у Саши. Ну такой грамм, наверное, 600-700, да? Ну, примерно. Ага. Да возьми щуку за голову. Ага. Вот первый раз она рассекла хвостик на приманке. И опять за краешек, да, смотри? Да, опять да, за краешек. Так, и у меня была сейчас тоже поклевочка, но... Может быть, одна кита. Да. Ну, сейчас Ну, попробуем еще покидаем. Да, все, давай отпускай. Все, продолжаем. Поклевки есть. Рыба, в принципе, вроде бы с одной стороны активно, и с другой стороны берет очень за краешек. Ну да. Поклевки аккуратные такие. Аккуратно, да. Жалко, сейчас загнется. Ага, Видишь? да, вижу. Будешь менять крючок? Дешевые, но нет, я его выполню. Качество страдает. Судачок, наверное, был. Ага. Удар был, да? Да. Вон что случилось. Да, хорошая поклевка, ребята, случилась, но Ну, пастух, вот как раз бель пасет. вот такая вот приключилась ерунда. Поводок в узел, приманку сбил, но рыба не засеклась. По эхолоту посмотрели, здесь рыба кучкуется, присутствует, да, такая прижатая ко дну. Думаю, что это хищник. Значит, это был вот первый заброс на этой точке. Произошла поклевка хорошая с ударом, но вот такая вот дребедень. Поводок в узел, поводок новый. Пробуем. Сейчас попробуем, здесь еще покидаем. Печалька. Хорошая поклевка была. Кидаем уже часа два. Ничего не поймали. Видели, несколько поклевок у нас было, но ничего поймать нам больше так и не удалось. Время 12 час. Пробуем. Что-то как-то грустно очень, да. Если в начале с утра были поклевки, то ближе к обеду все реже и реже. Да.
Вот и подошла сегодняшняя рыбалка к концу, ребята. Значит, подведем итоги. На воде мы были в 7 часов утра. Прорыбачили до 3:30 вечера. И смогли поймать мы с Александром всего лишь 3 рыбины. Но зато каких рыб. Да, значит, самое главное, что мы поймали ту щуку. Мы так думаем, что именно та щука, которая на 2 предыдущих рыбалках сходила у меня, то бишь мы с этого же места ее вытащили. Вела она себя также, пряталась в те же места, но у Саши она не смогла спрятаться за коряги, завести. Саша ее оттуда вытащил и нам ее показал. Щука была на 3,5 килограмма. Очень приятная поклевка. Многообещающее было начало рыбалки. Но потом, значит, нам удалось мне поймать щучку на 1,5 килограмма. Саша вытащил там килошницу. Были поклевки до 12 часов дня. А потом сверху сказали: все, хорош, и отключили. Больше мы поклевок не видели. С 12 часов мы больше не увидели ни одной поклевки. Пробовали наработанные точки, искали новые какие-то точки, пытались найти, но ничего не смогли найти, реализовать как бы. Был сильный ветер, якорь у меня 8 килограмм. Но его было недостаточно, он нас сносило, и не удавалось нам постоянно как-то быть на точках. Это очень сильно мешало. Вода увеличилась, подъем уровень, да, воды поднялся. И местные рыбаки, значит, с Рязани был парнишка, он вообще тоже ничего не поймал. Нет, берша он поймал. Берша поймал одного, да? Ну, за весь день поймал одного берша, ребята. Рыбалка была, ну так скажем, трудовая. От 0 ушли, слава богу. Да, был брательник еще, тоже кидал. Он поймал окушка, одного смог поймать. Ну, и в итоге Саша 2 щучки, я щучку одну поймал. Юрик, брат, поймал одного окушка. И парнишка местный с Рязани поймал одного берша. Сасово, наверное. Сасово, ну, с Сасово, да, ну, с Рязанской области. Вот такая вот хреновая рыбалка, но, тем не менее, мы остались довольны и возвращаемся домой. Подписывайтесь на мой канал и увидимся на воде. Пока-пока.